Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. По поручению президента страны Владимира Путина правительством России проводится масштабная административно-правовая реформа, получившая неофициальное название регуляторной гильотины, механизм которой предусматривает отмену необоснованных или устаревших надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки в основных отраслях экономики. Кого в первую очередь затронут предстоящие изменения и что произойдет в контрольно-надзорной деятельности в области строительства. Мы спросим у первого заместителя руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора республики Влада Пермякова. Влад Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. В начале беседы расскажите о проводимой реформе контрольно-надзорной деятельности и как в целом она идет по стране, что уже сделано и что будет сделано в ближайшее время. Да, действительно, на сегодня идет масштабная реформа не только контрольно-надзорной деятельности в области строительства, но и всей системы контроля и надзора. На сегодня, я бы оценил, на сегодня идет, я сказал бы, где-то один из этапов завершения, да, потому как с 2021 года мы уже будем работать по новым нормам. На сегодня приняты основные федеральные законы. Что подразумевает перед собой сама реформа? Это основные цели — это повышение, конечно, безопасности, так? И второй момент — это устранение избыточной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. И ключевыми задачами здесь повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в области строительства и изменение самой системы, направления. И как у нас сейчас любят говорить руководители федеральных органов власти, Минстроя, надзор должен быть более дружелюбным. Инспектора должны быть больше внимания обращать на профилактику. Она будет и проводиться в двух направлениях. Первое — это, как мы уже говорили, регуляторная гильотина. Вторая — это построение новой эффективной системы контроля и надзора в стране. Сегодня, я уже сказал, два основных закона приняты. С 1 января 2021 года должна уже завершиться регуляторная гильотина, и с 1 июля уже будем работать по новым законам. 2021 года, точнее, с 1 июля 2021 года. Это немногим понятное словосочетание «регуляторная гильотина». Давайте расскажем нашим телезрителям, что же все-таки это такое. В двух словах, регуляторная гильотина — это инвентаризация и отмена всех действующих норм, да, которые обязательны сегодня для применения. Не секрет, что у нас на сегодня действуют и нормы, которые обязательны, которые приняты еще в советское время. То есть это ключевой предпосылкой регуляторной гильотины послужило то, что у нас на сегодня избыток нормативных актов, которые обязательны. И поскольку сегодня их никто не отменял, они на сегодня действуют, и инспектора в тех или иных областях вынуждены применять неактуальные уже нормы. И второй момент, здесь как раз-таки по срокам. Да, есть нормы, которые приняты и в 50-х, и в 60-х годах, когда Советский Союз был. И сегодня законодательно у нас принят федеральный закон от 31 июля. Он называется «Закон об обязательных требованиях в Российской Федерации». Он будет регламентировать все основные нормативно-правовые акты, которые будут обязательны для исполнения. То есть здесь будет реестр нормативно-правовых актов, будет операторы реестра, оценка правомерности принятия тех или иных норм, которые будут обязательны. И по срокам у нас определяется здесь в том же законе, максимальный срок действия норм будет 6 лет. За исключением отдельных моментов. Но 6 лет, по истечении 6 лет должны будем пересмотреть или отменить, или продлевать. На сегодня в области строительства из около 10 тысяч СНИПов и ГОСТов 3 тысячи отменены. Тут не отмена, а переход в режим рекомендательного характера. И около 7 тысяч нормативно-правовых актов уже пересмотрены, где-то внесены изменения. Но эта работа должна завершиться до 31 декабря текущего года. И с 1 января, это 15-я статья этого закона, с 1 января уже все действующие ранее обязательные требования отменяются. И принимаются новые, которые уже будут соответствовать характеру и принципам новой концепции.
Но вот если говорить об этих изменениях, которые уже произошли в законодательстве, были приняты новые законы, а есть ли какие-то отрасли, которые они затронут в первую очередь, или как бы все отрасли экономики будут задействованы этими изменениями? Да, основной закон у нас опять-таки принят в июле текущего года. Как я уже сказал, он вступит в силу с 1 июля 2021 года. То есть тут у нас где-то около года, уже меньше года осталось для подготовки к этой реформе и вступлению в силу закона. Одним из ключевых положений закона является систематизация и закрепление на законодательном уровне основных принципов контрольно-надзорной деятельности в целом. То есть в части не только строительства, но и всей экономики Российской Федерации. Так? Поэтому в этой целая глава определена в законе по основным принципам, которые будут, это речь идет как я сказал, основополагающее начало. Да? Значит, раньше какие у нас основные моменты были в области строительства? Со стороны лиц, которые проверяемы. Значит, это часто мы слышали про ориентацию надзорных органов на наказание. Значит, сейчас будет у нас больше профилактика и предупреждение. Значит, сплошной и тотальный характер проверок. Все и вся проверяется. И часто я слышал тоже, что оценка деятельности самих контрольных органов, как один из ключевых показателей, всегда статистически показывали количество проверок, количество штрафов, значит, выданных предписаний и так далее. Но исходя из этих замечаний, у нас вырабатывается закон. Основные принципы – это законосообоснованность, стимулирование добросовестного исполнения своих обязанностей, оперативность при осуществлении контроля муниципального, что государственного. И самое сложное и самое важное здесь, в этом законе, это найти тот баланс, ту золотую середину, когда, казалось бы, две полярные точки зрения на один и тот же процесс должны прийти к одному мнению. То есть это со стороны надзорных органов обеспечить безопасность, и со стороны, с другой стороны, это уменьшить административную нагрузку на бизнес. И в этой части у нас должны приниматься до 1 июля будущего года уже подзаконные акты. Это и на уровне правительства Российской Федерации, на уровне регионов, которые будут конкретизировать и определять, какие действия будут приниматься в исполнении данного закона. Вот если вернуться в область строительства, вы упомянули, что из 10 тысяч СНИПов уже 3 тысячи подверглись каким-то изменениям. Какие-то еще изменения будут происходить в контрольно-надзорной деятельности именно в этой области, в области строительства? Да, конечно, у нас будет, как и все надзорные органы, у нас будет резкая на 180 или на 90 градусов будет пересмотр самой деятельности. Так? Основные концептуальные изменения я сказал уже, это будет профилактика, это рискоориентированный подход. Значит, если предметно по строительству говорить, то у нас при вступлении в силу закона федерального, 248 номер у него, количество проверок у нас уменьшится. Значит, если говорить про плановые, там уже четко определено, сколько плановых, если высокий риск или там чрезвычайно высокий риск. Исходя из этого, у нас при строительстве будут корректироваться планы проверок. Это, естественно, будет уменьшение, и у нас будет увеличено количество профилактических мероприятий. В начале года будет утверждаться план профилактики. Это и профилактические визиты, это консультация, это информирование в части правоприменения законов и норм. И, естественно, при профилактических выездах предписания выдаваться не будут. Соответственно, и штрафов будет меньше, это будет, в мерах административного характера взыскания у нас будет меньше. Это тоже скажется, мне кажется, на бизнес положительно. Значит, по срокам у нас будет уменьшение самой проверки. Если на сегодня у нас в строительстве максимально 20 дней у нас идет проверка, то со следующего года будет максимально 10 дней. Также появляется понятие проверочных листов, так называемые чек-листы.
Это своего рода уже готовый шаблонный акт, значит, и инспектор, переходя на объект строительства, грубо говоря, там как плюсы и минусы ставит на те мероприятия, которые он должен проверить. Это, с другой стороны, для проверяемого лица тоже будет плюс, потому как он будет готов к чему готовиться, значит, раньше, и для самоконтроля тоже это будет большой плюс. Также очень интересный момент здесь в области саморегулирования. Органом государственного контроля, да, в нашем случае УГСЖН Республики, и саморегулируемая организация может заключиться соглашение, на основании которого орган УГСЖН может признавать деятельность СРО по контролю и надзору. То есть по таким объектам может и не проводиться государственный надзор со стороны ГСЖН. Так? Здесь, естественно, это будет очень большие, серьезные требования в области специалистов, значит, и со стороны федерального правительства будут критерии определенные. Но, тем не менее, на сегодня закон позволяет такие меры принимать, и в будущем, по реализации закона и реформы будем на это тоже обращать внимание. Ну а как, на ваш взгляд, могут ли быть какие-то отрицательные или негативные моменты при реализации этой реформы, например, какое-то злоупотребление со стороны проверяемых? Да, на сегодня, скорее всего, пока у нас принят только основной закон, 248. На основании этого закона он будет фундаментом всей контрольно-надзорной деятельности, будут приниматься подзаконные акты и даже такие моменты, как составление методических рекомендаций при проверке и так далее. В этой части, я тоже говорил, очень сложно будет найти для начала в первое время, наверное, тот баланс, когда инспектор всегда смотрит со своей стороны, он отвечает за результат, он подписывает заключение соответствия, поэтому он будет в первую очередь стараться обеспечивать безопасность. Может быть, немножко где-то будет требование больше, чем этого хотелось бы. И со стороны застройщика, подрядчика, может быть также понимание чрезмерного послабления норм закона. В этой части мы должны сейчас вести работу, чтобы у нас закон республики должен быть принят, четко указать, чтобы и та сторона четко понимала нормы права, чтобы двоякого понимания одного и того же норматива не должно было быть. В целом мы, конечно, понимаем, что строительство – это довольно-таки ответственная деятельность и отрасль экономики, потому что действительно от качества строительства у нас зависит здоровье и жизнь граждан. Поэтому в этой части тоже надо отнестись с пониманием застройщика. Ну а что в целом ожидать от реализации реформы нам, простым гражданам? В целом реформа, она направлена как такие глобальные экономические понятия, как увеличение, допустим, инвестиционной привлекательности республики и регионов, допустим, так и бизнес-климата в республике Российской Федерации. Но что касается предметного строительства, то у нас будет, естественно, если у нас будет уменьшена административная нагрузка на бизнес и на строителя, то это должно сказаться на сроках строительства. То есть сегодня мы зачастую слышим от застройщиков, что исходная разрешительная документация, оформление его, зачастую и так и есть, по срокам больше бывает, чем само строительство. Поэтому в этой части у нас должно идти уменьшение сроков строительства, что у нас, конечно, повлияет на реализацию таких национальных и значимых проектов, как, допустим, переселение. И социальные объекты строительства, о которых у нас тоже сейчас полным ходом идет. Дороги, строительство дорог, инженерная инфраструктура и так далее, которые ускорят процесс улучшения жилищных условий граждан. И самое главное, конечно, это безопасность. Влад Михайлович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью», и мы сегодня говорили о реформе в сфере контрольно-надзорной деятельности. С нами на связи был первый заместитель руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора республики Влад Пермяков. До встречи в эфире.